Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. Сегодня, 30 декабря, в администрации района проводится брифинг по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. На брифинге участвует заместитель главы администрации по социальным вопросам Рамиль Назимович Хаиртинов и заведующий кабинетом медицинской статистики Верхнеаркеевской центральной районной больницы Гульназ Ришатовна Нуриева. Чтобы ознакомиться с общей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан, передаем слово заместителю главы администрации по социальным вопросам Рамилю Назимовичу Хаиртинову. Добрый день, уважаемые жители района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на 30 декабря в регионе зафиксировано 18 897 случаев заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 169 случаев. На сегодняшний день лечение получает 3870 человек. Из них 826 человек в стационарах республики, из них в тяжелом состоянии 70, на ИВЛ 11. На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания находится 3044 человека. За сутки выписано 234 пациента. Всего за период пандемии выздоровели 14 889 человек. За прошедшие сутки зарегистрирован 3 случая смерти от COVID-19. Число умерших составляет всего 138 человек. Рамиль Назимович, какие новогодние мероприятия пройдут в районе? Ознакомьте, пожалуйста. В Илишевском районе все мероприятия, связанные с празднованием Нового года, без ограничения численности участников, пройдут на открытом воздухе. В период празднования новогодних праздников, а именно с 25 декабря 2020 года по 14 января 2021 года, составлен календарь новогодних мероприятий, который включает большое разнообразие развлекательных, познавательных, спортивных мероприятий. Хочу ознакомить поподробнее с планом мероприятия. Сегодня, 30 декабря, день дворового карнавала. Пройдет конкурс на самый оригинальный костюм в парке отдыха 16:00. Смехом, шуткой, без забот мы встречаем Новый год. Пройдет на центральной площади 17:00. 31 декабря, день подготовки к встрече Нового года. Пройдут новогодние народные гуляния «Здравствуй, новый 2021 год» на центральной площади, начало с 20:00 часов. Также параллельно такие же мероприятия пройдут на площади перед физкультурно-оздоровительным комплексом с 20:00 часов, на площади рядом с бассейном с 20:00 часов и в микрорайоне Северный, село Нижнеаркеево, тоже с 20:00 часов. 1 января традиционно с 11:00 часов пройдет праздничный концерт работников культуры на центральной площади. Также пройдет параллельно марафон «Забег обещания» на центральной площади с 11:00 часов. Презентация скандинавской ходьбы тоже на центральной площади с 12:00 часов. Хороводы, игры, танцы вокруг елки во дворах многоквартирных домов пройдет в 12:00 часов. 2 января будет День охраны окружающей среды. Пройдут акции по изготовлению установки кормушек для птиц онлайн. Забавы Деда Мороза, народные гуляния на центральной площади в 11:00 часов. 3 января День зимних игр. Новогодние уличные спортивные игры в формате «Папа, мама, я», «Спортивная семья», который пройдет в сельских поселениях района с 11:00 часов. Также пройдет День хоккеиста в физкультурно-оздоровительном комплексе с 12:00 часов, День лыжника, лыжная трасса с 15:00 часов, День снежного мяча в стадионе с 14:00 часов и День зимней рыбалки в сельском поселении Аркейский совет в Гапановке. 4 января День фестиваля снега и льда. День открытых дверей. Будут посещения музея имени Мусы Гареева с 10 часов. Конкурс «Лучший снеговик», «Лучший дворовый ледовый городок» во дворах многоквартирных домов с 11:00 часов.
Новогодние уличные спортивные игры в формате «Папа, мама, я. Спортивная семья» на центральной площади с 11:00 часов. Также игровая программа у Зимних ворот на центральной площади с 12:00 часов. 5 января, день чистой зимы, пройдет республиканская экологическая акция ЭМЯ во дворах многоквартирных домов и в сельских поселениях. Также в этот же день новогодние уличные спортивные игры в формате «Папа, мама, я. Спортивная семья» на центральной площади с 11:00 часов. 6 января, день тепла и семейного уюта. Пройдет семейный квиз-игра онлайн. Пройдет семейные выходные на центральной площади с 14:00 часов. Также новогодние уличные спортивные игры в формате «Папа, мама, я. Спортивная семья» на центральной площади с 11 часов. 7 января Рождество стучится в двери. Игровая программа для детей пройдет в Андреевском СДК и Ташкичинском сельском клубе с 11:00 часов. Также рождественские встречи пройдут на площади перед физкультурно-оздоровительным комплексом с 12:00 часов, на площади рядом с бассейном с 13:00 часов и в микрорайоне Северное, село Нижнее Аркеево. 8 января день музыки. Чудеса новогодней елки пройдут на центральной площади с 15:00 часов. 9 января день народного танца. Флешмоб по народным танцам пройдет на центральной площади с 19:00 часов. 10 января день национальной кухни. Флешмоб «Мое национальное блюдо» на центральной площади в 11:00 часов. 11 января день Всемирный день спасибо. День благодарности врачам. Будут показываться ролики онлайн. И конкурсная программа «Приходите поиграть» на центральной площади с 15:00 часов. 12 января день творчества. Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству онлайн с 15:00 часов. И новогодний серпантин, центральная площадь с 19:00 часов. 13 января день интеллектуальных и настольных игр. Играем дома. И игровая программа «Кто пушистый хвостатый, кто ушастый полосатый» на центральной площади 20:00 часов. 14 января день знания. Пройдут лектории для школьников, республиканский конкурс «Битва интеллектов» и республиканский фестиваль профессионального самоопределения «Профсреда» в образовательных учреждениях района. Вот это вот планы новогодних праздников. Также поподробнее можете ознакомиться с графиком проведения на официальном сайте администрации района, также в социальных сетях и на портале «Культурный мир Башкортостана». Самым доступным отдыхом на новогодние праздники будут прогулки на открытом воздухе, катание на лыжах и коньках. Для этого во всех сельских поселениях района работают ледяные катки и ледовые городки. При проведении новогодних мероприятий необходимо соблюдать общепринятые нормы и требования ношения масок, соблюдение социальной дистанции. При наличии признаков ОРВИ лучше остаться дома, не посещать мероприятия. Уважаемые жители района, от имени администрации и Совета района поздравляю вас с наступающим новым 2021 годом. Желаю всем здоровья, семейного счастья и благополучия. Пусть Новый год принесет всем радость и успехов. Берегите себя и своих близких. Спасибо большое за подробную информацию. А теперь слово передаем Гульназ Ришатовне Нуриевой. Расскажите, пожалуйста, общую ситуацию по распространению коронавирусной инфекции в районе. Добрый день, уважаемые жители района. По состоянию на 30 декабря в районе зарегистрировано 285 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Это плюс 2 новых случая на этой неделе. Выздоровели 250 человек, 11 пациентов находятся на стационарном лечении, 24 пациента получают амбулаторное лечение со степенью тяжести легкой степени. Все они обеспечены лекарственными препаратами. Бесплатных лекарственных наборов у нас роздано около 100 наборов. В остатке имеются еще 50 наборов, что нам позволит обеспечить пациентов в амбулаторных условиях и в праздничные дни.
С подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционных госпиталях находится 19 пациентов. Заборы проб также продолжаются. На сегодня взято 8799 проб, из них готовых 8468. То есть в работе на сегодня 331 проб. Лаборатория Уфы по исследованию мазка на коронавирусную инфекцию также в праздничные дни будет работать. Определен график работы этих лабораторий. Они будут работать 6 дней. И в эти дни у нас будет проводиться транспортировка взятых анализов от пациентов. Взятие мазков будет у нас проводиться в приемном отделении силами медицинских работников по мере обращаемости. Как проходит вакцинация против коронавирусной инфекции? На сегодняшний день в наше учреждение поступило 140 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Вакцинировано 55 человек. Все 55 перенесли вакцинацию хорошо. Отметилась только температурная реакция у 4 пациентов. Она была в течение первых суток, и в дальнейшем она уже прошла. 7 января 2021 года у нас объявлен массовым днем иммунизации, то есть будет проводиться иммунизация в поликлинике на 2-м этаже, во 2-м кабинете для категории работников, таких как медицинские работники, работники образовательных учреждений и социальные работники. Остаточные дозы вакцин будут вакцинироваться в этот день. Кроме этого, у нас есть изменения по критериям показаний для вакцинации. Если вакцинация раньше проводилась только в возрасте от 18 до 60 лет, то сейчас возраст не ограничен от 18 лет и старше. То есть это означает, что сейчас могут вакцинироваться и лица старше 65 лет, лица, которые, кроме этого, страдают сопутствующими заболеваниями, такими как хронические заболевания, болезни органов дыхания. И несмотря на то, что у нас эти вакцины предназначены определенным категориям граждан, вакцины поэтапно будут продолжать поступать в январе, и они будут также предназначены для других категорий, такие как сотрудники правоохранительных органов, сотрудников безопасности и так далее. И если вдруг среди вас будут желающие провакцинироваться, я прошу обратиться по телефону 8 963 898 40 50 к нашему врачу-эпидемиологу и оставить свои данные для того, чтобы он мог вас включить в список для плановой вакцинации против коронавирусной инфекции. Напомню, что перед вакцинацией обязательно должен проводиться осмотр врача-терапевта, и после вакцинации пациенту необходимо в течение 30 минут наблюдаться в нашем учреждении. Спасибо. Напомните еще раз жителям района график работы Верхнеаркивской центральной районной больницы в новогодние праздники. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения у нас 31 декабря был объявлен сначала рабочим днем, потом объявили по решению руководителей, что 31 декабря будет выходным днем. И для нас определен день 31 декабря работы, это по графику субботы с 8 часов до 17:00. Приемы будут приниматься до 16:00, то есть будет прием врача-терапевта и врача-педиатра. С 1 января по 8 января в 2021 году также учреждение будет работать по графику праздничного дня, это с 8 часов до 17:00, также с приемом неотложных вызовов до 16:00. 9 января 2021 года учреждение будет работать по графику субботы с 8 часов до 17:00, также с приемом неотложных вызовов. 10 января будет работать по графику воскресенья, и будет работать служба неотложной помощи с приемом вызовов до 16:00. Во взрослой поликлинике врач-терапевт будет принимать пациентов только по состоянию ОРВИ, температурящих пациентов и с симптомами ОРВИ, пневмонии. Прием будет вестись в красной зоне приемного отделения.
Соматические пациенты, то есть это пациенты, которые не температурят, которые обращаются по другим состояниям, они будут приниматься также в приемном отделении уже в чистой зоне дежурным врачом приемного отделения. Вызова на дом будут обслуживаться с 16:00 до 17:00. Вызовы будут приниматься по телефону 51781 для взрослого населения и 53107 для детского населения до 16:00. Стоматологический прием будет проводиться 4 и 7 января в отделении стоматологии. В остальные дни врачи-стоматологи будут дежурить на случай экстренных обращений. Также помимо этого организовано круглосуточное дежурство узких специалистов, также на случай экстренных обращений пациентов. Это специалисты акушер-гинекологи, педиатры, хирурги, УЗИ-исследования, фельдшер-лаборанты, рентген-лаборанты и так далее. Уважаемые жители района, уходящий 2020 год был очень коротким, но безумно длинным, пустым, но в то же время одновременно насыщенным. Поменялось наше восприятие всего, не говоря уже о вкусе и запахе. Элементарные вещи стали глобально значимыми для нас. Но уходящий год нас научил тому, что мы вместе всегда сильнее. Разрешите вас поздравить с наступающим Новым годом и пожелать вам крепкого здоровья. Пусть все невзгоды останутся в 2020 году, а в 2021 году нас ждет только успех, добро и благополучие. Благодарим вас за поздравления. А мы напоминаем вам телефоны горячей линии, которые вы видите на своих экранах. Уважаемые лишевцы, на этом наш брифинг завершается. Встретимся в следующем 2021 году. Берегите себя и с наступающим Новым годом!